сегодняшней нашей беседы русско-кавказская война. Об этой войне сказано много, написана обширная литература, выступали профессиональные историки, этнографы, краеведы. Я же предпринял попытку вскрыть адыгский фольклор изнутри и хочу преподнести вам эту войну чувствами того народа, который участвовал непосредственно в этой войне, и глазами того народа, который вынес эти страдания. Сейчас я не буду долго говорить о том, каким образом и в каком количестве был истреблен народ, и как этот народ вынужден был покинуть свою историческую родину. Скажу лишь одну цифру. 9/10 населения адыгов, черкесов было истреблено. 9/10. Остальная же часть, большая часть оставшихся адыгов, как я уже говорил, были вынуждены покинуть свою историческую родину. И народ, и государство, в котором мы живем, мы часто задаемся вопросом, кто виноват в трагедии нашего народа. Советская историография долго, на протяжении десятилетий, подводила нас к мысли, что виноват в трагедии народа якобы сам народ, в первую очередь, который поддался на уговоры служителей ислама и всем народом выехал в пределы мусульманской Османской империи. Примем пока это как рабочую версию. Советская историография долго упивалась тем, что обвиняла в трагедии адыгов-черкесов русский царизм. Пока это тоже оставим, не будем вдаваться в эту тему. Что говорить о советской историографии, если здесь у нас народный певец пел «Мыльхуэжыныр пшиж уэркъыжхэм къахукӏуэ», чтобы князья-дворяне не могли воспроизвести потомство. И при этих словах мы, советские октябрята, пионеры, наполнялись ненавистью к эксплуататорам. А на самом деле оригинал звучал так: «Мыльхуэжыныр казакъфызхэм къахукӏуэ», чтобы казацкие жены не могли воспроизвести потомство. Более того, продолжая вот эти худшие традиции, которые были недостойны памяти миллионами погибших наших предков, в официальных документах до последнего времени утверждалось следующее: несмотря на тяжкие лишения, выпавшие на его долю по вине царизма, черкесский народ никогда не противопоставлял себя русскому народу и не отождествлял его с царским самодержавием. Это очень и очень официальный документ. Я даже не буду говорить, откуда эта цитата. Вы знаете, кто объявил нам войну? С кем мы воевали? Кого мы видели перед собой в этой войне? Как я и обещал, сейчас я буду вскрывать пласт за пластом
адыгский фольклор, будет неприятно, будет больно. Но эта операция, скорее всего, необходима, ибо удивительно, я пришел к такому выводу в процессе подготовки вот этой беседы и этой передачи, что сказать правду об этой войне на фоне всего того, что говорилось до сих пор об этой войне, это проявление, без ложной скромности скажу, своей гражданской позиции. Итак, вскрываем адыгский фольклор. Наши предки отдавали себе отчет в том, что с нами воюет целое государство. Сокрушались они. Государство с нами воюет, враждует. И в том, что с нами делают, мы не повинны. Дальше. Урысым епсишхуахар дишугум кохолла. Лъыгъэр зэтрахыу жаӏэурэ зауэр къыдащӏылӏэ. Ар къыдэзыщӏылӏэ гущэри, мелуанищэм щӏегъу, ар зэращӏылӏа мыгъуэри ӏэпщыпым щӏыз. Великие князья российские на нашу землю зарятся, мужеством это считая, на нас войной идут. Те, кто на нас войной идет, их миллионы. Тех, на кого они идут войной, всего лишь горсть. Сокрушались наши предки. Вы знаете, на этой войне мы погибли дважды. Есть такое пронзительное, душераздирающее слово у адыгов «тоулла». Да, тоуллау тауча азаум. Да, тоуллау таучаш азаум. Мы дважды погибли на этой войне, и нас дважды убили на этой войне. Прежде нас умертвили социально. Как это выглядело и как это произошло? Характеризуя свою землю в период этой столетней русско-кавказской войны, наши предки сокрушались. Щӏым и пӏалъэ гущӏэр зыщамыщӏэжым шу гупыр къыщызэрашэ. Где не помнят о том, как землю обрабатывать, сокрушались наши предки, обращаясь к своей земле, к своей исторической родине. То есть выросло не одно поколение за период Столетней войны, которое не помнило, как обрабатывать землю, как выращивать сады и как разводить скот. Возвращаясь к социальной смерти, о чем поется в песне? Уэр диныбжма дезетеса шукума. Ар диныбжм къетхуэкӏа шыбзмрэ къазакъыжьхэм щытрах махуэм. Ар абрэм и бжьэпэурэ ди кхъэлъахэр. Ар ахъмэтыбгыурэ ди фощӏапӏэхэр. Урысыжьми къащыхуэна махуэм уэр къазэуаткӏэрэ зыдвагъалӏэ. В день, когда казаки поганые у нас отбирают землю, которую мы всю жизнь обживали, лошадей, которых мы всю жизнь разводили, ар Абрамоплату, где наши родовые кладбища, ар Ахмед-гора, где мы добывали свой сочащийся мед, в день, когда поганым русским достаются с газоватом, давайте умрем. Гумыпсура, хамра, кхамра, ирамыфыжыр, казак сотна гушам, бытпаубыдаш,
воду из Кумы реки, которую уже отказываются пить собаки и свиньи. Настолько эта река уже была разбавлена человеческой кровью, и ту не дают нам пить, сокрушались наши предки. Бжедуки пели: «Пшагуайр тириху бжахамакас тагаст, стаффер пупхо гадхер касыжма тапсоу». Дымом устилая, каждую осень нас сжигают, в зале копаясь, весны встречая, живем. Вот так был разрушен атырский мир, вот так был разрушен, так было разрушено отлаженное атырское традиционное общество. Вы знаете, я не преследую здесь цели натравливать один народ на другой. Я не призываю никого браться за оружие, но это моя гражданская позиция – обнародовать то, что нам оставили наши предки. И это будет достойно памяти наших предков, которые погибли, которые утонули и которые были изгнаны со своих насиженных мест. Рассказывая о событиях полуторавековой давности, я не могу пройти мимо смерти биологической, физической, мимо осознанной смерти. Помните перепелочка, которая сидит в густой траве и к которой направляются охотник с гончей охотничьей собакой, сокрушается и задается вопросом: сейчас, говорит, выпорхну и, говорит, попаду под град пуль. Останусь сидеть в траве, попаду на зуб собаки. Сыкъыхэлъэтмэ, сыфочыпэкӏуэд, сыкъыхуонэри сыхьэпщӏоӏус. Так вот, о теме выбора. Представьте себе русскую крепость, и эта крепость ощетинилась дулами пушек и адыгов, атакующих эту крепость с шашками. По существу для них эта крепость неприступна. И стоит выбор: то ли отступить, то ли продолжать, предпринимать попытку все-таки взять эту крепость штурмом. И что поется в песне? Туохари дауч, туочери дауп, даупенус житоари, туохари згдоауч. Подступимся к этой крепости, нас расстреливают. Отступим, навлечем на себя позор и осмеяние своих соплеменников. Навлечем на себя позор, говоря, продолжаем наступать, и нас расстреливают. Видите, как просто, когда войны идут на осознанную смерть. Вот еще более я предприму сейчас попытку вскрыть вот этот элемент образостроения наших предков, принимавших участие в этой жестокой столетней войне. Когда Ажагоевых Фардауз, речь идет о девушке, донские на конях уносили, мы вслед глядим, девушку видим, позволим увести, на наш аул позор падет. Не позволим увести, мы погибнем. Повернем назад, опозорены будем. Погибнем, наш род
пресечется, говоря, добрый орский юноша призадумался. Призадумался, и как он поступает? В жизни один раз нам дано умереть, а погибнем, так в газовате, так сказавший, разворачивает коня и выступает против большого войска. Осознанной смертью умирали не только доблестные, достойные адыгские мужья, достойнейшей адыгской земли. Умирали не менее достойные черкешенки. Да, бзыльхугам димхабзахоу, фочупабзя драгазаш, же ари қиғазо зезгаучер сочанга япху квасахурейш. У нас, женщин, не в обычае, когда нас штыками принуждают, сказав, разворачивается и верную смерть принимает Шакеновых, дочь Квашахуре. Об одном элементе, существенном, я бы сказал, элементе образостроения адыгов, защитников земли своей, мимо которого я не могу пройти. Вы знаете, что адыги вынесли из этой войны и какую фразу они нам оставили? «Уяжальджа тунеуих жинар ланыга, лагваджау газар бухинар уахтыншаш». Неосознанная смерть – это смерть, это просто смерть. Осознанная смерть – это бессмертие. Таким образом, для адыгов, воинов, защитников своей земли, воинская слава по существу – это эквивалент бессмертия. Именно поэтому легко, если это слово здесь удобоваримо, и если это слово годится в этом контексте, именно поэтому адыги легко и непринужденно шли на осознанную смерть. Грустно констатировать, но на протяжении вот этого столетия десятилетиями адыги вынуждены были отшлифовывать умение достойно умирать. Продолжение передачи смотрите в 18:30 по нашей программе.
столетие, и за это столетие на Адыгской земле успело вырасти и, к сожалению, погибнуть несколько поколений, которые умели только воевать. Несколько поколений, которые разучились обрабатывать землю, разводить скот, сажать деревья. Естественно, за эти десятилетия сложился некий стереотип достойного поведения, достойного мужчины. И то ли с иронией, то ли с горечью, я сейчас не могу сказать, как квалифицировать этот фрагмент песни, адыги отзывались о себе. Уар девгауинарга губгорзиуна, девгазауарга зауазихабза. Ор, давайте же жить, кому пустыня стала жильем. Уар, давайте же воевать, у кого воевать стало в обычае. Можно долго, часами рассказывать о чудесах мужества, проявленных нашими предками на этой войне. Это займет много времени, и эфирного времени тоже. Я просто хочу процитировать ряд пословиц и поговорок, отражающих по существу самую суть характера и поведенческого аспекта наших предков, участвовавших в этой войне. Вот эти пословицы и поговорки. Л'аным л'ага халш. Достойно умереть – это проявить мужество. Набжрейхуан нахра змафагажа. Чем опозориться на всю оставшуюся жизнь, чем этот позор будет давлеть над тобой на всю оставшуюся жизнь, лучше один день достойной жизни. Анагам нахра ямукум фатач. Больше смерти бойся позора. Псарти на парашта. Отдай жизнь, но сохрани совесть. Улан з, улан ту. Вот в каком промежутке быть достойным мужем – раз, и достойно умереть – два. Вот, к сожалению, в каком промежутке располагался отрезок жизни достойного мужа, достойной адыгской земли в период Столетней войны. Теперь я хочу обратиться к теме женщины в этой войне. И если мужчины шли на осознанную смерть, если уйти в мир внутренних переживаний, уйти в мир горя нескончаемого, то все это вынесли наши бедные адыгские женщины. Да простят меня старшие, наших женщин на этой войне насиловали. Фатимат гушаура зилия тогар, омыпца гушам кышалпцантага, джаурыж гушам фафиунашхом драшейжтага. Фатимат, что на выдане на земле голой раздевают, Фатимат, что на выдане геуры проклятые в свой дом уводят.
Анатолию дикуаншибар бжыпытымкӏэ зэгудогъэх, уэркъ-щауэм зыщедгъэхын щхьэкӏэ жэщ пӏалъэм дынамыгъэс. Анатолийской ткани наши корсеты штыками нам вспарывают и вскрывают. Орские юноши их сняли бы с нас, но до брачной ночи нам этого сроку не дают. Данагъоу си щхьэцыкӏитӏыр джаурыжьым яшхуэмылакӏэщ. Шелка желтого мои две косы для гауров проклятых вожжи. Дыщэмыгъуэр зи пэщӏэкӏитӏым щӏыфӏыцӏэр кърагъуэт, щыуӏэгъэкӏэ дызыгъуэтыжыр драгунэ пащӏэщ. Тот, у кого золотые усы, землю черную обретает. Те, кто женами нас обретает, это усатые драгуны. Пыӏэурэ ди дыщэтажыр ди щӏыбкӏэ щхьэщагъэкӏуэт. Къутынуэ дэ ди гъуэншэджыр шырыкъу лъапэкӏэ къытхузэӏатхъ. Шапочки наши в виде золотого шлема на затылок сдвигая с нас снимают. Шелковые наши шаровары носками сапог разрывают. Каково было атыгской женщине с присущей ей врожденной скромностью отринуть обусловленные традиции, запреты на описание материально-телесного низа и возопить, я не знаю, есть ли такое слово в русском языке, таким образом о том унижении, которое они вынесли. Эти женщины видели боль земли адыгской, эти женщины пережили утрату мужей, и эти женщины видели, как их детей солдаты поднимали на штыки. Наши женщины отдавали себе отчет в том, что погибло не одно поколение молодых, симпатичных черкешинок, адыгов, которые были в детородном возрасте, которые могли бы продолжить адыгский род, адыгский народ, который впоследствии оказался на грани исчезновения. Куасит мухар пылыпкошхат, тахуанам шхача зрадз, княгини две могли бы родить богатырей со слоновьим станом, но, увы, они плачут, ударяясь головой об стену дома. Естественно, женщины тоже подключались к войне, и, как поется в одной песне, «Зианаш гушар казават паша», чья мать старая во главе Газавата. О предателях земли адыгской! «Жесус», говорили адыги, отзываясь о них пренебрежительно. Я хочу процитировать одну песню. «Мыяшахуагъэу тхэтхэри, зэрыгъаблэнэгуха, былымыжьнэгухэти дихэгъэгурящэ». Мужчины продажные среди нас, какие ненасытные, со скотскими рылами продают наши земли. Рассказывая о русско-кавказской войне, я не могу пройти мимо мотивов, имеющих прямое или косвенное отношение к религии, уже к исламу. Так вот, в какой форме и в каком проявлении встречаются исламские мотивы в адыгском фольклоре периода русско-кавказской войны? В
ситуации, когда десятилетиями на генетическом уровне подрубались адыгские корни, гены, лучшие гены, продуцирующие гены, воспроизводящие все то доброе, созидательное, уютное, собственно, все то, что делает и делало адыгов достойными людьми, эти гены были на грани исчезновения. Этих генов уже не хватало для поддержания той освободительной борьбы, той борьбы, которая была направлена на защиту чести и достоинства соплеменников и на защиту своей земли. И в этой ситуации, безвыходной, безысходной, поразительно, но факт, наши предки обращаются к исламу. И вот здесь, что очень существенно, на что я бы хотел обратить ваше внимание, это вот такое обстоятельство. Обращаясь к исламу, наши предки узко, целенаправленно берут из ислама те понятия и те установки, которые направлены прежде всего на защиту родной земли, на защиту собственного достоинства и на защиту своих соотечественников. Это не голословное утверждение. Я вам это сейчас продемонстрирую на нескольких примерах. Дунеиз гусама иқалалажуга гусами яуч гусагар шаиту габзи. Мир, устоявшийся, когда рушится, кого убивают, это истинный шахид. Дунеизмисад газажнум духутла, да шаитура дезартланур наховш. В этом мире, недобром мире, что жить нам осталось, пусть лишимся, что мы шахидами умрем, это лучше. Еще два примера, иллюстрирующих, насколько глубоки, я бы сказал, исламские традиции в адыгском традиционном обществе. Если хотите, насколько не глубоки, я уточню. Тыркур анаджер дигуми жагош, мрзи аужм бгышхуакатева, дигуркутава хакумтоджиж. Турецкий обряд чтения Корана нам не по душе. Кто нас к этому привел, пусть на того гора большая обрушится. С разбитым сердцем мы покидаем Родину. Молянуков тхатхам, уазбхан жгаркатхуажр, тетхуапсоуфа должа аура, лейшхуагдахр. Недоученные мулы наши проповеди ложные читают, твердя, что для нас стараются, вред нам приносят. Вы знаете, сейчас я вспомнил слова Ервас Ибрагима, 90-летнего адыга, который я услышал от него еще в 95 году, будучи в экспедиции в Иордании. Что он сказал? «Диадажгам дижугум кха яахунус житари тгжабхари». «Кха небемдрихваш», сказал он. Наши отцы на нашей земле свиней будут пасти, говоря, убежали, сказал он оттуда. И здесь, говорит, мы попали в самое нутро свиньи. Вот какие традиции имеет ислам в традиционном адыгском обществе. Да и не могло быть по-другому, потому что разве не наши предки сказали «кушхуа, ташхуа и жагуа»,
в большом сердце нет места большому Богу. Наши предки наблюдали за бесплодными попытками сначала христианизировать нас, а потом омусульманить. И вот, наблюдая за этими бесплодными попытками миссионеров, наши предки сказали одну очень емкую фразу: «Динер яхайдж угозвонежнер вихапкш». Религии приходят и уходят, остаешься же навсегда со своим народом. Завершая нашу сегодняшнюю с вами беседу, я бы хотел вернуться к одному фрагменту нардского сказания. Когда-то нарты жили долго, очень долго, тысячелетиями. И жили так долго, что жизнь была им уже не в радость. И сжалился наш Верховный Бог Тхашхва и спросил их: а какую жизнь вы все-таки предпочтете? Длинную и бесславную? Или же, не дав ему договорить, нарты сказали: нет, мы не хотим жить долго, размножаясь, как скот. Мы выбираем короткую и наполненную подвигами, трудовыми и ратными, короткую жизнь. Подумали и добавили: и память потомков в веках. Сейчас я обращаюсь к своим, прежде всего, соплеменникам и призываю их следовать лучшим традициям наших отцов и в области материальной культуры, и в области духовной культуры, и оставаться достойными гражданами своей земли, своей республики и своего великого государства. Ибо, я уверен, и вы со мной, я думаю, согласитесь, человек, наполненный, преисполненный чувством собственного достоинства, никогда, уверен, никогда не будет возвышать себя, унижая другого человека, не будет возвышать свой народ, унижая другой народ. Наоборот, человек, преисполненный чувством собственного достоинства и за себя, и за свой народ, будет всегда пребывать в активном поиске того, а что, собственно, достойного в другом человеке и в другом народе. И, завершая эту передачу, в очередной раз я вам говорю: хакура, хапсара, отчизна и достоинство.